Mana hozirlar hurmatli teleko'ruvchilar, Tojikiston Respublikasining gimni oldi. Hozir bizning gimga ko'ngil bursak.
Поехали, мы готовы. Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня в Бишкеке на стадионе «Спартак» матч, отборочный матч чемпионата мира Германии 2006 года между командами Таджикистана и Кыргызстана. Погода словно угадала все, настроение болельщиков, выглянуло солнышко, и вот идет матч, второй тайм. Мы передаем в прямой трансляции. Саламатсыздар, урматтуу футбол көрөрмандары. Бүгүн Бишкекте чоң футболдук майрам. Дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу турунун алкагында биздин борбордук Спартак стадионунда Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттешүүсүнүн экинчи таймын түз эфирде сиздерге тартуулайбыз. Ну что ж, уважаемые друзья, второй тайм. К сожалению, первый тайм вы не посмотрели. Но я должен сказать, что игра порадовала болельщиков. И вот уже в начале этого первого тайма, на 7-й минуте, сборная команды Кыргызстана повела в счете. И гол забил у нас Валерий Березовский, играющий под номером 10. Ну, сейчас вот начался второй тайм, и через несколько минут мы скажем о составах команд и расскажем о том, что же происходило в первом тайме. Ооба, урматтуу спорт көрөрмандары, биринчи таймдын башталышы биз үчүн аябай ийгиликтүү болду. Оюндун 7-чи минутасында Валерий Березовский 10-чу номерде ойногон топту дарбазага так багыттай алып, биз эсепте алдыга чыкканбыз. Бирок андан кийин тажик футболчулары бир канча контр чабуул өткөрүшүп, кечиресиздер, дагы бир катуу контр чабуул болду, бирок биздин вратарь Закир Жалилов ийгиликтүү оюн көрсөттү. Андан кийин тажик футболчулары контр чабуул өткөрүп, биринчи таймда жооптуу гол киргизе алышты. Ну что ж, уважаемые друзья, вот на ваших экранах в красной форме играет сборная команда Кыргызстана, а в белые наши гости, таджикистанцы. Ну что ж, вот видите, опасный момент, удар, но вратарь Джалилов парирует удар, выход 1 на 1 таджикского нападающего. Итак, 1-1 счет остается, и я напомню, что состава команд за сборную Кыргызстана играет вратарь Закир Джалилов, номер 1, защитники Вячеслав Амин, номер 2, Руслан Садыков, номер 4, третий номер Владимир Солов, капитан команды, пятый номер Алимардон Шарапов, седьмой номер Владимир Чертков, 10-й Валерий Березовский, 17-й Ренат Ишмаков и 10-й Валерий Пилипас, 8-й номер Вадим Харченко и 11-й Евгений Балдыгин. Состав команд наших гостей: вратарь Хабибулоев Аслидин, Рахматуллов Фузайлов, номер 2, капитан команды, третий номер Ахлиудин Турдуев, и Зафир Зубайдов, номер 4, Агдил Иргашев, номер 19, 21 номер Абдулло Умарбаев. В первом тайме под номером 9 играл Анвар Наркулов, его сейчас заменил Низам Рахимов, 22 номер. 6 номер Алишер Тухтаров и 8 номер нападающий Ахмал Халматов. И 10 номер, автор гола, забитого ответного гола ворот Кыргызстана, Парамурод Бурхонов. И Шухрат Шамсиев, 20-й. Главный тренер команды Заир Бабаев. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен батыраак тез командалардын курамдары менен тааныштырып кетсем. Биздин коноктор Тажикстан командасы. Дарбазада Аслидин Хабибуллоев, биринчи номер, экинчи номер Рахматуллов Узайлов, 3-чү номер Ахлидин Турдиев, 4-чү Зубайдов Зафар, 19-чу номерде Иргашев Одил ойноп атат, 21-чи номер Абдулло Умарбаев, 9-чу номерде ойногон Наркулов Анвардын ордуна биринчи таймда Рахимов Низам чыккан, номери 22. 6-чы номер Тухтаев Алишер, 8-чи Халматов Акмал. 13-чы номерде Бурхонов Пирмурод, ошол оюнчу гол киргизген биздин дарбазага. 20-чы номер Шамсиев Шухрат. Команданын башкы машыктыруучусу Зоир Бибаев. Биздин футболчулар: 1-чи номер Закир Жалилов, 4-чү Руслан Сыдыков, 2-чи номерде Вячеслав Амин, 3-чү Солов Владимир, капитан, команданын капитаны, 5-чи Алимардон Шарапов, 7-чиде Владимир Чертков ойноп жатат. Кечиресиздер, талаада кичинекей инцидент болуп кетти. 13 номер Валерий Березовский, 17-чи Ренат Ишмаков, 12-чи Евгений Пилипас, 8-чи номерде Вадим Харченко, жана 11-чи номер Евгений Балдыгин. Башкы машыктыруучу бизде Нимаджон Закиров, жана машыктыруучу Загит Валиев. Итак, уважаемые друзья, я напомню еще раз, что на ваших экранах идет поединок отборочного матча чемпионата мира. Вот удар наших спортсменов издалека, но мяч остается выше вратаря.
Ну что ж, я напомню, что в первом тайме игра началась с атак наших спортсменов. И уже на 7-й минуте одна из атак удалась. И забитый гол Валерием Березовским поднял настроение всех болельщиков, которые присутствуют на сегодняшнем стадионе «Спартак». А их сегодня немало, их примерно около 12-15 тысяч болельщиков. И вот после этого таджикские спортсмены, футболисты, они стали более активно действовать в нападении и прижали наших футболистов. И буквально за 5-6 минут они подали 5 угловых подач. И все-таки они добились своего, и на 28-й минуте гол забил, ответный гол наш ворота забил 10-й номер Пирмурод Бурханов. Итак, 1-1, и вот этот счет сохраняется. Ооба, урматтуу теле көрүүчүлөр, биринчи таймда менин коллегам Канай Аламанов айтып кеткендей, ошондой болуп туруп, биздикилер гол киргизип, бирок жооптуу голго дагы учурап калдык. Азыр экинчи таймга көңүл бурсак, Тажикстан командасынын дарбазачысы топту оюнга киргизди. Экинчи номерде бул топ менен кетип жаткан бул Шинник Ярославль командасынын оюнчусу Фузайлов. Бул Россиянын премьер-лигасында ойнойт. Азыр биздикилер топ менен Березовский. Пряничникке багытталды. Бул жаңы эле алмашууга чыкты. 7-чи номер Чирков. Оң тарап менен биздикилер чабуулда. Ишмаков топ менен. Жок. Багыттоосу туура эмес болуп калды. Аут ыргытат Таджикстан командасы. Ну что ж, уважаемые телезрители, я еще раз напомню, что это отборочный матч, поединок к чемпионату мира 2006 года, который состоится в Германии. И вот играется подгруппа, где азиатская подгруппа, где встречаются команды Таджикистана, Кыргызстана, Бахрейна и Сирии. И вот сегодня первый матч между командами Таджикистана и Кыргызстана проходит на центральном стадионе «Спартак» города Бишкека. После первого тайма 1-1, и вот начало второго тайма, вы видите, игра идет с переменным успехом. И вот сейчас в середине поля мяч у наших гостей. Но по организации игры можно сказать, что гости из Таджикистана не превосходят наших. Но наши футболисты вот в начале показали тоже хорошую содержательную игру. И действительно был, как говорится, итог этого забитый гол. Но вот сейчас немножечко вот игра выравнивается, и надеемся, что и второй тайм доставит удовольствие всем пришедшим болельщикам на стадион «Спартак» и всем телезрителям, которые смотрят этот матч. Ооба, биринчи таймда чынында эле Тажикстандан келген футболчулар көбүнчө позицияны футболдук талаадагы позициянын көп жерлерин ээлеп турушту. Биздикилер ошого карабастан каршылыктары жакшы болуп жатты. Эгер Тажикстан менен Кыргызстан курама командаларынын беттешүүлөрүн алсак, булар 3 жолу кездешкен буга чейин. 1993-жылы Тегеранда өткөн эл аралык турнирде оюн 1-1 менен аяктаган. Бизде ошол оюнда голду Канат Ишимбаев киргизген. Bir жылдан кийин Ташкентте Тажикстан күчтүү болгон, 1-0 менен утуп. Ал эми 1999-жылы Душанбеде Памир тоолорунун өкүлдөрү 3-2 менен жеңишке жетишкен. Ошол оюнда биздин Замирбек Жумагулов жана Бердалуулу Атабектер айырмаланышкан. Олимпиадалык курама командаларынын тирешүүсүндө Кыргызстандын 3 жеңиши жана 1 утулушу бар. Ал эми клубдук жана юниорлар командаларынын деңгээлиндеги беттешүүлөр дагы аябай көп болгон. Ну, нужно отметить, что вот, несмотря на то, что матч проводится в очень ранние сроки, то наша Федерация футбола республики, а также спонсоры, официальный спонсор Федерации футбола Кыргызстана по проведению отборочных матчей чемпионата мира является фирма Шуро. И гол! Вот видите, наши защитники опять прозевали нападающего гостей. И опять второй гол забил тот же игрок Пирмурод Бурхонов. Азыр эле өзүңүздөр көргөндөй, биздин дарбазага голду Пирмурод Бурхонов экинчи ирет киргизип жатат. Оң жактан өткөн чабуулдан так соккузу менен вратардан оң жактагы бурчка тээп гол киргизди. Биздин футболчулар кайрадан оюнду ортодон баштоо карагас болуп жатат. Мына Тажикстан футболчулары сүйүнүчтөрүн көрүп жатасыздар футболчулардын. Эми биздикилер кандай тактикалык жүрүш колдонорун көрөбүз. Азыр мүмкүн алмашуулар болоттур. Биздин башкы машыктыруучу Нимажан Закиров талан четине чыгып оюнчуларына
өзүнүн макул эместигин билдирип айтып жатат. Оңдоп. Ну что ж, вы видели сами воочию, как забитый гол нападающим Пирмуродом Бурхонова вывел вперед сборную Таджикистана 2-1. И вот сейчас болельщики поддерживают своих спортсменов, своих футболистов и в надежде на то, что слетают и пройдут победный гол. Но вы видите, сейчас Евгений Березовский по левому краю проводит, но защитники Филиппас, пас, центр. И вот удар заменившего Вячеслава Пряничникова ушел далеко от ворот. Азыр өзүңүздөр көргөндөй Вячеслав Пряничниковдун соккузу аябай эле өйдө болду, бирок комбинация өзү аябай жакшы болгон. Азыр Тажикстан командасынын дарбазачысы Хабибуллоев оюнду топту оюнга киргизет. Жок, 3-номер Турдиев тепкенге даярданып жатат. Тепкенге даярданып, биз болсо дагы талага ким чыгарын карадык, бирок даярдыкта эч ким жок азырынча. Тажикстан командасы дагы эле чабуулда. Топ менен Бурхонов. Жок, бул жерде биздин футболчу оюн эрежесин бузду. Бул 7-номер Чиртков. Азыр Тажикстан командасы айыптык тебүүнү өткөрмөкчү. Ну что ж, уважаемые друзья, я напомню, что вот компания Абдышата, это является торговая марка, наше пиво является спонсором, официальным спонсором, генеральным спонсором Федерации футбола Кыргызской Республики по проведению матча. И вот они проводили анкету и спрашивали у жителей Кыргызстана, жителей Бишкека и Канта, знаете ли, что состоится матч по футболу, отборочный чемпионату мира. Такие вопросы, как знаете ли вы, что кто спонсор является этих игр, и верите ли вы в победу нашей команды, и почему не транслируют по телевидению. Ну, вы, как видите, мы транслируем, правда, второй тайм. А знают, большинство респондентов ответили, вот сейчас очень опасный момент штрафной площадки, но мяч остается у наших гостей. Вот справа края, 22 номер, делает прострельную передачу, и защитники наши в некоторой растерянности, и вот опять переводится мяч на левый край, а там никого нет из наших защитников. Аут вбрасывает наша команда. И я продолжу о том, что вот все болельщики сказали, что они верят в победу сборной команды Кыргызстана. Они знали, что вот проводится матч, но, к сожалению, в рабочее время. И они знали, что наконец-то появились у сборной, у Федерации футбола Кыргызстана, сборной Кыргызстана спонсоры. И вот второй спонсор — это генеральная компания Шоро. Это официальный спонсор Федерации по проведению отборочных матчей чемпионата мира. И вот они ввели подготовку к матчу. Ну, сейчас опасный момент на штрафной площадке, но все разрешилось благополучно для наших гостей из Таджикистана. Ну вот Филиппас дает пас в центр. И вот уже защитники подключаются. И вот самый активный игрок в первом тайме — это Евгений Балдыгин, который очень хорошо провел первую половину встречи и сейчас активно действует на острие атак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер дагы жаңы көгүлтүр экрандарга жаңы келген отурган футбол көрмандарына эскерип кетебиз. Борбордук Спартак стадионунда Бишкек шаарындагы дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу турунун алкагында Тажикстан менен Кыргызстан курама командаларынын оюнун көрүп жатасыздар. Экинчи тайм өтүп жатат. Тилекке каршы биз уруп жатабыз. 1-2 эсебинде эскерте кетсем, биринчи таймда Валерий Березовский эсепти ачкан 1-0. Андан кийин 28-минутада Бурхонов Пирмурод оюнду теңдеди. Экинчи тайм жаңы эле башталар менен ошол эле Пирмурод Бурхонов Тажикстан командасын алдыга алып чыкты. Азыр болсо Тажикстан командасы аут ыргытып атат. Алар топ менен алдыга катуу багытталды, бирок ал жакта биздин Саладан 3-номер Владимир Саладан башка эч ким жок. Ал дарбазачыга топту баш менен багыттады. Закир Делилов катуу тепти. Тарапов ойнады баш менен. Березовский топ менен сол канаттан дарбазага ыргытып жатат. Эмне кылар экен көрөбүз. Жок. 6-номер
Аутқа тепті. Біздікілер аут кіргізді. Шарапов топ менен. Эта подгруппа имеет реальный шанс стать победителем. Но вот вы видите первая игра, и вот в начале, в дебюте матча наши спортсмены проявили себя, забив гол на 7-й минуте усилиями Березовского. Затем они пропустили этот гол, и сейчас вот идет второй тайм, и уже в начале этого тайма нападающий Пирмурод Бурхонов забил в этом поединке второй свой гол. И 2-1 ведет сборная Таджикистана. Ну, я должен сказать, что наше поле, вот мы очень боялись за техническое состояние поля. В Бишкеке шел проливной дождь, и оно раскисло, и тем не менее, все-таки вот сегодня солнышко, словно угадав настроение всех болельщиков и настроение футболистов, светит ярко и светло. Синоптики обещали дождь и снег, но, к сожалению, но, к счастью болельщиков, сегодня хорошая солнечная футбольная погода. И вот поединок. В общем, нужно отметить, что он идет ровно. И вот опять удар нападающих Таджикистана, но он летит, этот мяч, посланный нападающим, летит выше ворот. Напомню, 2-1 ведут наши гости. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир оюн болуп атат. Биздин топтогу Бахрейн менен Сирияны беттешүү. Танын эсебин биз азырынча билбейбиз. Ал эми 31 мартта кезектеги оюнда Кыргызстан командасы Сирияны кабыл алмакчы. Таджикстан командасы ол сөз кезегинде бул экинчи турда болмокчу. Ал эми азыр футболдук талаада биздикилер чабуулда. Бурч жактан азыр биздикилер жок, Таджикстан командасы аут ыргытат. Көрөбүз. Багытталды. Жок, эми биздикилер аут ыргытмак болду. Ыргытылды. Березовский топ менен штрафтык аянтка кирди. Бирок жетпей калды. Дарбазачы убагында чыгып топту Судьи из Узбекистана. Судья ФИФА Наиль Летфулин. Ассистенты судьи ФИФА Виктор Саразадинов, Фархат Абдулаев. Все Узбекистан, из Узбекистана. Резервный судья Владислав Цетин, также из Узбекистана. Инспектор матча Милан Датта, представитель Индии. И комиссар матча Сиджул Ислам Бачу из Бангладеш. Итак, вот сейчас вы видите, что штрафной в сторону наших спортсменов, наших футболистов. И должен отметить, что к этому матчу привел здание, приготовил ворота и сетку к воротам. Посмотрите, это новые сети и новые ворота. Так что гол Березовского — это первый гол на стадионе «Спартак» с новыми воротами. Ну, сейчас посмотрим, штрафной удар метра 40 будут пробивать наши гости. Выстраивается стенка, и вот свисток. Разбег. Сильнейший удар и мяч над планкой, но через вратаря. Ооба, мына азыр көрдүңүздөр, Тажикстан командасы айыптыктан тепкен аябай катуу болду. Бирок биздин дарбазачы Закир Жалилов аны бурчтан тебиге өткөрүп жиберди. Азыр бурчтан Тажикстан командасынын оюнчусу 8-номер Халматов бурчтан бермекчи. Ну что ж, идет 21-е. Извините, матч чуть позже начался, где-то 16-я минута второго тайма. И вот мяч взял вратарь Закир Джалилов и посылает наших нападающих в нападение. Защитники отбирают мяч, передают его своим нападающим. И вот нападающий команды Таджикистана, играющий под номером 8, Хахмат Халматов. И у него выбивает мяч. И сейчас в атаку уже устремились футболисты сборной команды Кыргызстана. Я напомню, уже телезрители, на ваших экранах в красной форме играют футболисты Кыргызстана и в белой форме таджикские футболисты.
Мен сіздерде дағы талаға ким чыгышы мүмкін біздің командада айтып кетейін. Бұл дарбазачы Кашуба Валерий 16 номер, 10 номер Василий Кононов, 6 Сергей Князев, 15 номерде Азамат Ишембаев чыгышы мүмкін, 9 номерде Роман Корнилов, жана 14 номердегі Олег Халковский. Жоқ, бұл да чабул натыйжасыз болды. Азыр біздіклер оң қанаттан қапталан топ ойынға кіргізмекші. Ал эми ойындың бүгінгі қалыстары бардығы Өзбекстандан башқы қалыс Наиль Латфулин, анын жардамчылары лайтсмен деп қойшат. Алар FIFA арбитрлері Виктор Серазиддинов, Фархат Абдуллаев. Жана дағы жардамчы қалыс Владислав Цейтлин бардығы Өзбекстандан. Ойындың инспекторы индиялық Милан Датта. Ал эми комиссар болып бұл ойынға Бангладештік Сираджул Ислам Бачу дайындалған. Ну вот на ваших экранах вы видите поединок, отборочный поединок азиатской подгруппы между командами Таджикистана и Кыргызстана. В красной форме играют футболисты Кыргызстана и белые таджикские спортсмены. И вот сейчас проходит атаку, навес, и вы видите, что защитники отбивают мяч на угловой. Нужно сказать, что в первой половине встречи, вот вы видите, сейчас пока западные трибуны, заполненные трибуны болельщиков пришла поболеть за сборную команды Кыргызстана, но видите, футболисты пока огорчают. Итак, сейчас с правого фланга наши футболисты будут подавать угловой. Навес, и дальше и мяч буквально в 30 сантиметрах идет выше ворот. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй, бурчтан берүүнү Евгений Балдыгин баш менен сүзүп, бир кичинекейле аралыкты штанган үстүнөн өтүп кетти. Аябай жакшы учур болгон. Бирок аз Тажикстан командасы дарбазадан тебет. Тебип oyundu топто oyunга киргизмекчи. Ну, а в это время сейчас проводит свой поединок сборная команды Бахрейна и Сирии. Соперники нашей подгруппы. И они, следующая игра будет 31 марта. Кыргызстан принимать будет сборную команду Сирии, а Таджикистан будет принимать сборную команды Бахрейна. Итак, сейчас вот на стадионе Спартак города Бишкека встреча между командами Таджикистана и Кыргызстана, а в Бахрейне принимает сборную команды Сирии. Ну что ж, завтра мы, или сегодня поздно, мы узнаем, чуть попозже узнаем исход этого поединка. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чабуулдар карама-каршы багытта аябай катуу болуп жатат. Биздин дарбазадагы Тажикстан командасынын дарбазасындагы чабуулдар көбөйө баштады. Биздикилер албетте шашып жатышат, себеби оюнду теңдеп жана алдыга чыгыш керек. Келген күйөрмандар ошого аябай жакшы көмөк болуп, колдоп жатышат командасын. Итак, вы на ваших экранах вы видите поединок, отборочный поединок чемпионата мира 2006 года между командами Таджикистана и Кыргызстана. Ну, что можно отметить? Чувствуется, что у наших гостей несколько лучшей организации игры. И вот сейчас вы видите, что Березовский, один из лучших игроков сегодняшнего матча, проходит по левому краю и делает прострел, но он не удался. Вообще-то Березовский показывает очень хорошую игру, рослый, мощный такой игрок, умело закрывает телом мяч, и вот буквально вот он растерзал оборону и сумел забить гол в первой половине встречи в начале матча. И неплохую игру показал Евгений Балдыгин. Немножко чувствуется неслаженность наших защитных линий об обороне. Но это естественно. Вот центр, который комментирует оборону, Владимир Сало, он давно не играл у нас в Кыргызстане. И вот сейчас, ну давайте посмотрим, наши пробивают штрафной. По левому краю проходит защитник. Защитник Изак Алтына. Видимо, он имело прямого продолжения. Да, алмашы болмокчу. Тажикстан командасындагы 20 номерде ойногон Тажикстан командасындагы Шамсиев Шухраттын ордуна 7 номерлүү
7 номерлүү Шарипов чыкмакчы. Мына биздикилер бурчтан берип алды. Байкайбыз. Кайра эле топ Березовскийде. Алдады бирөөнү, штрафтык аянтка кирди. Жок, экинчи оюнчуну алдай албай калды. Тажикстан командасы топ менен. Жок, бул жерден Чиртков эрежени бузуп ойноду. Азыр тажиктер топту оюнга киргизмекчи. Ну вот сейчас вы видите на экранах штрафной удар будут пробивать наши гости, футболисты Таджикистана. И готовится замена. Вот вместо Валерия Березовского в игру вступает Князев, Сергей Князев под номером 7. Өзүңүздөр көргөндө биздин командада калмашы болду. Жакшы оюн көрсөткөн Валерий Березовскийдин ордуна 6 номердеги Князев Сергей чыкты. Азыр биздикилер топту оюнга киргизишти, аут ыргытып. Жок, дагы эреже бузулду. Калыс бирдеме деп биздин оюнчуга түшүндүрүп жатат. Ал эми тажик оюнчусу болсо талаанын үстүндө жатат. Ооба, мына жардамчылар суралып жатат, азыр талаага чыкмакчы. Талаага жардамчылар чакырылды. Уважаемые друзья, вот пока маленький перерыв в матче, я должен сказать, что после первого тайма, такой вот если сделать анализ, то нужно сказать, что действительно сейчас мы видим не такой футбол, который мы наблюдаем по телевидению в Еврокубках, но это весенний, самый настоящий, еще мы зима, как говорится, и поэтому говорить о том, чтобы было какое-то мастерство, которое бы радовало глаз болельщиков. Но тем не менее, все-таки все спортсмены готовились к этому отборочному поединку, к этому отборочному матчу. И вот сейчас на ваших экранах вы видите, что первый матч отборочной группы азиатской, где играют 4 команды, команды Сирии, Бахрейна, Таджикистана и Кыргызстана, начался. Итак, что же ожидает команды в будущем? Вот после серии этих игр, а игры проводятся на полях соперников и на своем поле, объявится лучшая команда, победительница этой подгруппы. И следующий этап, они выходят в 8 сильнейших, где разбивается на 4 команды. И эти 4 команды будут разыгрывать в своих подгруппах 1, 2, 3 места. А затем первые места встречаются за 1, 2 место в итоговом составе. И вторые места, занявшие команды, они будут играть за 3, 4 место. И вот эти 4 команды получат право на участие в чемпионате мира в Германии 2006 года. Итак, вот нападение, пытались нападение наши сыграть в атаке, но не получилось. И вот сейчас мяч аут и выбрасывают наши гости Таджикистана. Этот поединок имел очень принципиальное значение как и для нашей, так и для таджикской команды. Я вам уже говорил о том, что для условий для всех и в нашей подгруппе такого явного лидера, как, допустим, команда Японии, Кореи, там, Узбекистана, в нашей подгруппе нет. Все команды имеют реальные возможности завоевать путевку для дальнейшей борьбы за Кубок мира 2006 года. И вот это первая игра на нашем поле. Конечно, Таджикистан, они усилили команду своими игроками, которые играют в высшей лиге в России, в Узбекистане и в других командах. И в нашей команде играют 3 представителя, которые играют в чемпионатах Узбекистана и Казахстана. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай 6 номердеги Тажикстан командасынын оюнчусу дагы травмалып, азыр талаа үстүндө жатат. Калыс азыр уруксат. Ооба, медиктерге талаага кирүүгө уруксат берди. Ал эми биринчи тайм жөнүндө сөз кылсак, биринчи таймда биздин команда чынын айтканда жакшы оюн көрсөтө алган жок. Аракет кылып жатышты, бирок чабуулдук мындай умтулуу аябай начар болуп турду. Экинчи таймда Пряничниктин чыгуусу менен биздин чабуулдук сызыктарыбыз көптөгөн комбинациялар жасап, жакшы аракет жасап атышат.
Мына дагы өзүңүздөр көргөндөй бага бир оюнчуну жардамчылар талаадан чыгарып жатышат Тажикстан командасынын оюнчусун. Ну что, видимо, серьезную травму получил спортсмен из Таджикистана, и вот его наносил, выводит за кромки поля. Но игра продолжается, уже замены произведены, не знаю, будет ли замены или уже нельзя заменять по регламенту, я, честно говоря, не знаю. И вот сейчас, наверное, и вот очень напряженная ситуация, и вот видите, наши спортсмены не смогли. Конечно, сказывается то, что еще начало сезона, и спортсмены вот не очень скоординированы, там пытался нападающий нашей команды, то ли это Пилипас был, то ли кто-то еще через себя, но подскользнулся. А хороший пас головой скинул Евгений Булыгин. Но вот сейчас на правом краю 22 номер сбор Таджикистана проходит и играет против Сало. Но мы знаем, что Владимир Сало очень цепкий и центральный защитник. И вот видите, мяч уходит от ног нападающего за пределы поля. И вратарь Закир Джалилов, который сейчас играет в Сингапуре, выбивает мяч в игру. Закир Джалилов топтоонго киргизмекчи. Мына жок, бул жерден Тажик командасынын оюнчусу оюн эрежесин бузду. Азыр Алимардан Шарапов топту талаан ортосуна алаңга киргизмекчи. Калыстан сурамчы жатат, керектүү аралыкка кетсин деп. Мына эрежени бузгандыгы үчүн 22 номер алмашууга чыккан сары карточкага татыктуу болду. Ну, вы все видели, что наши заработали штрафной, а 22 номер игрок сборной команды Таджикистана блокировал эту своей спиной и не уходил. И судья вынужден показать ему желтую карточку за невыполнение положения удара штрафного. И вот сейчас наши спортсмены пытаются сладить игру в центре, и вот с правого фланга передача на защитника Вислава Амина. И вот подача, к сожалению, прерывают ее защитники и посылают вперед своего нападающего Пермурода Бурхонова под номером 10, который уже забил в этом поединке 2 гола. Видимо, это центральный нападающий и, как говорится, спасение команды Таджикистана. И он оправдал вот свой атакующий пыл и стиль, забив 2 мяча в ворота сборной команды Кыргызстана. Итак, я напомню, счет 2-1 ведут таджикские футболисты. До конца игры остается менее 20 минут. Левый фланг уже усилиями защитника Альмардона Шарапова, но очень неточно сыграли пас и опять идут в атаку наши футболисты. Ну что ж, действительно надо отыгрываться нехорошо в первом поединке. Первый поединок отборочного турнира начинать с поражения. Биздин команда, Кыргызстан командасы катуу чабуул коюп жатат. Бирок коргонуу сызыгын өтүүгө мүмкүндүк берип жатат Тажикстан командасы. Мына өтөрүп берди. Башы менен багыттады эле, жок. Пряничников менен штрафтык аянттан чыкты. Алимардан Шараповго багыттады. Ал өз кезегинде финт жасап алдыга кирип атат. Бирок жок, натыйжасыз болду. Анын аракеттери Таджикстан командасы капталдан отургутмакчы. Ну что ж, мяч уходит за пределы поля, и сейчас вратарь сборной команды Таджикистана будет вводить мяч в игру. Вот чувствуется, что после пропущенного второго гола наши спортсмены, наши футболисты пытаются отыграться. Но вот такая какая-то сумбурная игра, она не приносит успеха. Вы видели, что даже пройдя в штрафную площадь, Евгений Пилипас не смог удачно пробить. Посылали в центр Евгения Балдыгина, но защитник прервал эту передачу. И вот сейчас 2 на 2 выходят спортсмены. Но здесь прекрасно поставлена спина Владимира Сало. И мяч вводится в игру нашим вратарем. Итак, дорогие телезрители, вы смотрите поединок, отборочный поединок к чемпионату мира 2006 года, который пройдет в Германии. Азиатская подгруппа, где играют команды Таджикистана, Кыргызстана, Бахрейна и Сирии.
Kırgızistan менен Тажикстан командаларын дүниелик чемпионатка тандап алуу оюнунун экинчи таймын көрүп жатасыздар. Оюн тилекке каршы биздин пайдага эмес. Азырынча 1-2 эсебинде биз утулуп жатабыз. Оюндун аягына дагы бир 15 мүнөттөй убакыт бар. Азыр Тажикстан командасы штрафтык тепмекчи. Сол тараптан Файзуллоев теп жатат. Жок. Дарбазына өйдө кетти. Ну что ж, уважаемые друзья, уважаемые болельщики, уважаемые телезрители, я думаю, что все-таки, хоть и первый матч, как говорится, еще зимний, весенний матч, все-таки доставил вам какое-то удовольствие. И я думаю, что вы нам напишите о том, понравился ли вам матч, что нужно делать и как транслировать эти футбольные поединки со сборной Сирии, которые пройдут 31 марта. Мы ждем ваших писем по адресу город Бишкек, Молодая гвардия, 59, Кыргызское телевидение. Урматтуу көрүүчүлөр, Тажикстан командасы албетте убакытты чоюп жатат. Азыр Тажикстан командасынын дарбазачысы оюнду топту оюнга киргизмекчи. Мына катуу теби менен киргизди. Шарапов башы менен. Жок, кошол эле Бурхонов Пирмурод, кайра эле. Топ менен. Ну вот удар в наш ворот, мяч выше перекладины уходит за пределы поля. Но я должен еще одну информацию сообщить вам, дорогие телезрители. 5 марта вот здесь на стадионе «Спартак» состоится матч между ветеранами сборной команды СССР и ветеранами Алги. Ну, я напомню, что в составе команды сборной СССР будут играть такие именитые футболисты, известные как Бубнов, Шавло, Савичев, Папаев. А руководитель этой команды, сборной команды СССР ветеранов, будет всем известный Николай Павлович Симонян. 5 марта на стадионе «Спартак» состоится матч ветеранов сборной СССР и ветеранов Алги. Ооба, биздин командадан өзүңүздөр көргөндөй алмашуу болду. Евгений Балдыгин ордуна Нордойдун оюнчусу Азамат Ишенбаев чыкты. Бул кандай өз кезегинде кандай жаңы тактикалык жүрүштөрдү киргизерин азыр көрөбүз. Ал эми 5 мартта Борбордук Спартак стадионунда Советтер Союзунун ардагерлер командасы менен алганын ардагерлеринин Шарап урутунат. Жок. Натыйжасыз болду. Мен улантып кетейин. Советтер Союзунун курама командасы менен, ардагерлер курама командасы менен алга ардагерлеринин жолдоштук беттешүүсү өтөт. Советтер Союзунун курама командасында Бубнов, Шавло, Савичев, Папаев аттуу атактуу футболчулар келмекчи. Ал эми жетектеп жетекчиси болуп команданын Никита Павлович Симонян болот. Итак, уважаемые друзья, вы видите первый отборочный матч чемпионату мира 2006 года между командами Таджикистана и Кыргызстана. Этот матч проходит в ясную солнечную погоду на стадионе «Спартак», столице республики. Итак, вы видите... И вот в атаку идет Азамат Ишенбаев, только что заменивший Евгения Балдыгина. Но мяч остается добычей вратаря команды Таджикистана. И я напомню, что вот сегодняшнее поле подготовил очень хороший специалист, главный специалист стадиона «Спартак» Борис Васильевич Борцов. Это мастер спорта Советского Союза, судья всесоюзной категории. Ну вот, отбивают защитники мяч. Я продолжу свою мысль. И вот это поле готовил Борис Васильевич Борцов, один из специалистов по покрову футбольного поля. И вот в атаку уходят наши футболисты. Азамат Ишенбаев отдает направо мяч. И вот уже на штрафной площадке, но не удалось сделать пас в штрафную площадку, где собрались нападающие и защитники той и другой команды. Вот видите, игра идет с переменным успехом, и вот именно вот буквально в центре поля вот
когда строятся атаки, когда идет хорошая налаженная атака, должны вот здесь чувствовать, проявить себя с большой ответственностью полузащитники обоих команд. Но, как видите, игра идет с переменным успехом, то на той, то на другой стороне. И вот сейчас мяч от ворот или угловой, да, угловой мяч с правого фланга будут подавать наши гости. Тажикстан командасында мына дагы бир алмашуу болмокчу азыр 11 номердеги oyuncu talağa çıkart, anın al 60 номерде Туктаев Алишерди алмакчы болмок. Вот сейчас замена, вы видите, 6-й номер выходит с поля Олег Туктаев, и вместо него заходит игрок под номером 11. Хакбердиев, Алишер Хакбердиев. Алишер Хакбердиев талаға чыкты. Азыр Тажикстан командасы бутштан бери Закир Жалилов аябай эрдүү дарбаздан чыгып топту Анна Файзулаев жок, топту Тажикстан командасы келген. Но я уже вам говорил, уважаемые друзья, что официальным спонсором Федерации футбола Кыргызской Республики по проведению отборочных матчей чемпионата мира является компания «Шоро». Вот и сегодня буквально всем, кто приобрел билеты, были бесплатно выданы бутылочки «Шоро». И эта фирма изготовила билеты, провели рекламную кампанию, вот, подготовили щиты, вот, ворота, поле. Ну и, конечно, вся организация по пропуску и занятию мест вот заняли, значит, вот эта фирма «Шоро». Ну что ж, так и нужно. Дело в том, что официальным спонсором является компания «Шоро», Федерации футбола. И я думаю, что вот торговая марка «Наше пиво» и компания «Абдышата», но вот с левого края идет атака, но ее прерывает защитник. Я хотел сказать о том, что вы очень много видите счетов на этом стадионе, и все эти вот компании, все эти, хоть мало-помалу, но вносят какую-то лепту в помощь в организации футбольных поединков. Ведь вы сами понимаете, что футбол, игра номер 1 в мире, она требует очень больших затрат, очень больших капитальных вложений. Но, к сожалению, в нашей республике государство не может вкладывать большие деньги в развитие футбола, поэтому все делается, вся ставка делается на нахождение спонсоров и помощь спонсоров. Башкалыс офсайдты көрсөттү, Тажикстан командасы топты ойынга киргизет. Биздин подгруппада Тажикстандан башка Сирия жана Бахрейн командасы бар. Биздин команда Сирия менен буга чейин Сирия футболчулары менен бир жолу кездешкен. Бул ойын 1997-жылы Тегерандын легендарлуу Азади стадионунда болгон. Ошол ойында биздин команда 2-1 эсебинде уткан. Голдорду Канат Сардаров жана Сергей Куцовдор кездешкен. Бул ойын болсо 1988-жылы Францияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта биринчи квалификациялык раунддун алкагында өткөрүлгөн. Ну вот я должен сказать, что по нашим соперникам по подгруппе, это команды Сирии и Бахрейна. Ну, по оценкам специалистам, команда Бахрейна — это очень богатая страна, она укомплектована неплохими специалистами и тренирует эту команду очень опытный. Вот сейчас атака по программе и удар Пилипаса, вы видите, не дотягивается Евгений Пилипас и нанес удар, но мяч срезался мимо ворот. Ну что ж, атака была хорошая, но завершающего момента она не имела. Ну, я продолжу свою беседу о том, что команда Сирии, которая участвует в этом турнире, уже наши спортсмены встречались с этой страной, это было в 1997 году. Наши спортсмены в Тегеране выиграли со счетом 2-1 в своем первом квалификационном турнире чемпионату мира, который проходил во Франции. Вот тогда голы на свой счет записали Канат Сардаров и Сергей Куцев. И опять атака по левому краю, но мяч уходит за линию поля.
Ооба, мына азыр эле Харченко Вадим жакшы эле сол кабаттан чабын өткөрүп жатты, бирок топ сызыктан өтүп, азыр Тажикстан командасы аут ыргытты. Биздикилер кайра топ менен Харченко, Ишембаев. Ишмаковго багыттады, бирок дарбазачы убагында чыгып, топту өз колуна алып койду. Но в конце 2003 года наша сборная команда Кыргызстана одержала 2 победы над Пакистаном. Это был квалификационный отборочный турнир. И вот наши вышли во второй раунд борьбы за путевку на чемпионат мира в Германии 2006 года. И наши спортсмены, я уже повторяю, еще раз повторю, что наши спортсмены попали в 6-ю азиатскую группу. И по жребию попали, значит, команда Бахрейна. Она имеет 63 место в рейтинге FIFA. Команда Сирии, она имеет 86 место. И Таджикистан, занимающий 136 место. Ну, а кыргызстанцы в этом рейтинге занимают 157 место. Вот такой состав. Вы видите, что нет такого явного лидера, который бы уже заранее... Но прострел с левого края делает, опять же, тот же вездесущий Турмурод Бурхонов, но вратарь нашей команды Закир Джалилов, который, кстати, неплохо себя проявил. Но я думаю, что в первом пропущенном мяче все-таки есть его доля вины, потому что этот мяч был какой-то сумбурный, где наши защитники, встречая нападающего, вышли вперед, и вперед вышел Закир Джалилов, а сумел все-таки нападающий Таджикистана протолкнуть мячик, и мяч так нелепо вылетел в ворота сборной команды Кыргызстана. И вот сейчас опять стыковочка маленькая, и спортсмен получает травму. Ну что, это естественно, сегодня февраль месяц, начало футбольного сезона, еще не готовы технические спортсмены, футболисты обеих команд, и естественно не готово и футбольное поле, чтобы проводить матчи такого уровня. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизги убакыт аягына чыкты. Башкы калыс дагы кошумча 4 минут убакыт кошту. Мына ошол 4 минуттун ичинде биздикилер аракет кылып жатышат, гол киргизгенге, бирок бардыгы эле мен башында айтып кеткендей натыйжасы болуп жатат. Мына Пряничников дагы жок, Сыдыков дагы фол кылды. Тажикстан командасы оюнду топко киргизет. Ал эми Тажикстан командасынын оюнчулары жана футболдук талаага ар бир оюн эрежеси бузулгандан кийин жатып калгандыгы, мен оюмча артистизм жагынан буларга 5 деген баа коюш керек. Мына Тажикстан командасы киргизет азыр топто оюнга. Дагы эле топ менен сол канаттан чабуулда жок, аут болот азыр. Ну, до конца поединка остается уже мало времени, и вы видите, что зрители с восточной трибуны уже покидают стадион. И хочется отметить, что хоть и наши проигрывают эту встречу, осталось совсем мало времени, сумеют ли они скитать счет. Но я думаю, что на это времени у них не хватит. Нужно было это делать в начале второго тайма и в середине игры. Итак, вы видите, сейчас завершается поединок сборной команды Таджикистана и Кыргызстана. 2-1 ведут наши гости. Они играют на вашей экране белого. Вот сейчас в атаку уходит наш нападающий. И вот штрафной. Штрафной удар. Стандартное положение. Смогут ли исполнить его наши спортсмены? Вот если бы играл бы сейчас за сборную Кыргызстана Бекхэм, он бы, наверное, это стандартное положение использовал бы. Но посмотрим, на что способны наши футболисты. Ооба, азыр мына мен коллегам Канай Аламанов айтып кеткендей, албетте Бекхэм болсо аны да көрө жатмакпыз. Бирок биздин командада Бекхэм жок. Болгону Пряничников менен Ишембаев. Кимис Тебеткен азыр көрө жатарбыз. Шарапов топко жакындады. Үйөрмандар колдоп жатышат. Байкайбыз, калыстын ышкырыгы болду. Пряничников бирдеме деп көрсөтүп жатат калыска. Жок, натыйжасыз. Жер менен тепти, бирок натыйжасыз. Да, к сожалению, это стандартное положение. Причем в конце игры не смогли использовать наши
футболисты. И вот вратарь выбивает, гостей выбивает мяч на поле наших спортсменов, наших футболистов. Его перехватывают, и вот уже, ну, естественно, сейчас футболисты Таджикистана не будут спешить. Они выиграют. И вот, да, завершился первый матч, футбольный матч отборочного турнира. И завершился он поражением команды Кыргызстана. 2-1 выиграли футболисты Таджикистана. Урматтуу теле көрүүчүлөр, канчалык кайгылык болбосун, биз утулуп калдык. Тажикстан командасынын оюндун эсеби 1-2. Оюн аяктады, өзүңүздөр көргөндөй. Мына Тажикстан командасы бири-бирин куттуктап жатат оюнчулары. Ал эми биз ушуну менен бүгүнкү трансляциябызды аяктап, бул трансляциянын режиссеру Алтынбек Альчиев болду. Жана сиздер үчүн комментаторлор Канай Аламанов жана Марат Шерикбаевтар болду. Эми келерки оюн биздин команда 31 мартта Кыргызстан командасы Сирияны кабыл алмакчы. Ошол оюнда биз ишенебиз, биздин команда жакшы оюн көрсөтүп, ийгиликке жетет деген ойду айтмакчыбыз. Мына Тажикстан команда биздин күйөрмандар утулсак дагы жакшы меймандостукту көрсөтүп, кол чаап жатат Тажикстан командасынын футболчуларына. Тажикстан командасы болсо ошол эле 31 мартта Бахрейн менен Душанбеде кездешет. Ооба, Душанбеде кездешет. Азыр биз менин коллегам Канай Аламанов сиздерге оюндан кийинки интервью даярдап жатат. Ошого азыр көңүл бурабыз. Ну что ж, дай врага. Давайте. Так, готово, нет? Нет.